Всем привет! И с вами Александр Бабков. И сегодня у нас на обзоре автомобиль бизнес-класса Lexus GS 300. Итак, по сути, это Lexus GS 300, как мы все знаем. Но на Дальнем Востоке мы ее все знаем как Toyota Arista. Автомобиль Toyota Arista вообще это второе поколение. То есть это Lexus GS тоже второе поколение. Начал он свое существование с Toyota Arista первого поколения, а она, в свою очередь, начала свой род от Crown Majesta. Есть такая модель на японском рынке. Но есть небольшие переделки, именно убрали раму с Majesta, там, с первого поколения и так далее. Вообще Arista первого поколения продержалась на рынке очень большое время. Своим спортивным характером каким-то, своим комфортом и так далее. Но это у нас Lexus, не будем забывать. Lexus это произведение Toyota, по сути, для американского и европейского рынка. В чем отличие между Toyota и Lexus? Естественно, вот если небольшие такие, знаете, мелочи, шумка где-то какие-то наворотики, все-таки салон, намного комплектация, намного лучше у Lexus, это мы все прекрасно знаем. Но самое главное в этом автомобиле, именно в этом автомобиле, находится вот здесь. Вы все скажете, по-любому у тебя 2GZ GTE, как на Аристе. Но вы все, ребята, глубоко ошибаетесь. Глубочайше. Вот даю 5 секунд, чтобы вы догадались, что там за мотор. Попробуйте отгадать. А я пока открою капот. Как он открывается, сука? Я опять не знаю, как открывается капот, сука. Сука, как он открывается? О, все. Вот. Что мы видим здесь? Надпись огромными буквами V8. Что значит? Это 1UZ. Все скажете, 1UZ 4 литра. Здесь просто на самом деле крышечка от 3UZ FE. 1UZ FE третьего поколения с VVTi 290 лошадиных сил. Просто офигенский мотор. Прямо в тему здесь. Был такой Lexus GS 430 когда-то тоже этого же поколения. Но это по сути такая переделка, которого не было в Lexus. 430 был, а GS 400, по-моему, не было, честно сказать. Что по мотору? Такой же V8, как мы видели на марке, только с VVTi. Естественно, очень надежный мотор, тихий. Вот именно почему вошел в топ моторов даже мира, именно за свою тишину, минимум вибраций. Поэтому такие моторы на японском рынке ставили чисто на машины люкс-класса. Там Soarer, которые купе люкс-класса, там Majesta те же вот. Сюда их не ставили. Здесь на Arisте ставили 2GZ атмосфера, 2GZ GTE, то есть Twin Turbo 280. На Lexus, соответственно, GS 300, GS 430. А вот эта штука довольно-таки интересна. Потом проверим на ходу. Я думаю, она очень неплоха, очень неплоха. Вообще, масса машины тонна 800. Но у этого Lexus, так как у него более лучшая комплектация, он побольше весит, около 2 тонн, в общем, весит. По кузову что мы видим? Вот сразу мне привлекло внимание вот эта огромная задняя дверь. Посмотрите, какого она размера. Она почти такого же, как передняя. Просто, ну, это реально бизнес-класс чувствуется. Большой распах двери. Очень много места. Вот сзади тут еще... Подожди, надо музыку выключить, наверное. Для начала. То будет сейчас шуметь. Вот так. Итак, вот сзади. Потому что на этих машинах надо ездить сзади. Вот это реально же. Даже бизнес-класс все-таки. Вот это такой садишься сюда, хопа. И реально очень много места. Тут есть подлокотник, подстаканники, обдув печки сюда. То есть все комфорты
присутствует, по сути дела. Подстаканник есть, обдув есть, стеклоподъемники, пепельница, естественно. Ну, все как полагается. Ну, конечно, вот это сейчас, это дерево, там, это кожаный салон. Ну, кожаный салон, да, это, естественно, дерево вот это, оно уже, конечно, как-то смотрится, ну, как сказать, ну, видно, что это как будто пластик. Может, настоящий дерево, черт не знает, не знаю, честно сказать, неизвестно. Спереди тоже все довольно-таки неплохо. Все есть, в принципе. Руль выдвигается туда, ну, по вылету и, соответственно, по наклону все электроподогревы сиденья, электросиденья также. Вот, ну, ножной ручник и так далее. Ну, то есть все вот эти колодцы, вот тоже очень интересно, подойди поближе. Их вот, например, с этого ракурса не видно, а здесь они такие прямо очень глубокие колодцы, очень хорошо смотрятся. Ну, соответственно, климат-контроль там и так далее, все это. И еще вот тут есть такая кнопка, этот забор воздуха, вот откуда идет, есть режим авто. Вот я, честно сказать, не видел ни разу такой штуки, то есть он сам решает, как, откуда он будет забирать воздух. Вот, итак, по салону посмотрите, коробка здесь стоит пятиступенчатая, заводская, то есть по переделкам при свапе такого двигателя, собственно, ничего переделать особо не пришлось. Чисто вот электрика и так далее. Еще интересная особенность этой машины, естественно, как видим, она покрашена очень интересной краской от Lexus 2016 года. На солнце она становится очень красной. Вот так. Давайте вот посмотрим еще одну интересную штуку в этом автомобиле. Это пойдемте сюда. Здесь также очень много веса за счет вот этого. Посмотрите сюда. Этот багажник я кое-как открыл. Он очень тяжелый. Нереально тяжелый. САП, дополнительные аккумуляторы. То есть все очень серьезно со звуком. Два усилителя. Короче, музыка тут... Абаш, бля, нихера себе. Ебать. Музыка тут качает, охереть. И этот багажник, он реально весит килограмм 20, не шутя, я вообще охерел. Ну, банки, как мы видим, здесь такие. Можно пробовать записать звук этих банок. Давайте послушаем. Ну-ка, подержи. Ставь туда. Неплохой звук, честно сказать. Итак, ну, собственно, Lexus GS 300 с такой, знаете, изюминкой внутри. Надо проверить его на ходу, как он едет. Погнали! Итак. Итак. Внутри, если банок не было бы, наверное, жестко тихо было бы, по-любому. Все-таки это Lexus, у него шумка получше, чем в Toyota. Попробую сейчас пройти напрямую и попробовать навалить. Довольно тихо, комфортно. Заглушек жалко нет на банках. Ну, тут стоит музыка, поэтому банок, наверное, почти не слышно. С такой музыкой. Вот, разогнались до сотни. В принципе, неплохо. Ну, всякие электронные помощники там отключены, естественно, после свапа. Такие как круиз-контроль, там, ВСК, ТРК там, и так далее. Руль какой-то сильно острый, бля. Непривычно. Где-то прямая уже, в конце концов, нам пора наваливать провод здесь. О, блядь. Так, довольно-таки неплохо. Ну, за счет шумки там и так далее не так чувствуется скорость. Но на самом деле, смотря на спидометр, очень быстро. Еще надо не забывать, что сзади летняя резина, а на улице уже минусовая температура. Прохладненько. Сцепление не такое хорошее. Звук, конечно, бомбовский. Также стоит заметить, что машина канадской сборки, как сказал хозяин. Печка очень теплая. Чисто вот непривычно, вот здесь все-таки потолок низковат. За счет того, наверное, что люк должен был быть когда-то стоял. Ведь должен был стоять, не стоял. А? Что, плохо слышно?
Так. Я жду прямую нормальную. Хочу нормальную прямую. Потому что на поворотах страшновато на такой порже разгоняться. Весит она, по идее, тонну 800. Ну, тут с учетом музыки и тому подобного, около 2 тонн, короче, она весит. Я говорил. Поэтому, конечно, тут будет не так подрывать она прямо существенно, там, я не знаю, как бешеный будет этот, но все же быстрее, чем стандартный GS300. Да и стокового турбового, естественно, он объедет. Тут разговоров нету. Сейчас многие захают, скажут, что он не объедет стандарт. Ну, попробуйте, встаньте и проедьте с такой штукой. Тут нереальный момент. Тут еще с VVTi на верхах он не задыхается. Именно валит. Что тут прямых-то нету, бля? Чтобы навалить нормально. Ну, внутри все удобства есть. И это довольно-таки приятно наваливать. Именно европейский такой, как похоже на Mercedes или на какой-то европейский аналог, короче, бизнес-класса. То есть хороший салон с хорошей шумкой, мощный атмосферный мотор. Кстати, говорили, что GS430 это был один из самых быстрых седанов своего времени. Вообще, да, кстати, чувствуется закос на Европу. Именно с виду тоже сдвоенные фары сзади и спереди. Сдвоенные фары спереди, это, естественно, похоже на Мерса тех годов, если посмотреть. То есть очень большой закос на Европу. На обгонах вообще никаких проблем нету. Надавил, поехал. Турбоям ничего нет. 5-ступенчатый автомат. Подхватывает четко. Немножко вибрирует, правда. А такая вибрация, это ничего страшного, да? Так и должно быть. Немного. Но дорога еще тоже неровная. Все, учитывая, что тут 18-е колеса. О, блядь. Ебать. Что-то он как-то затроил, как будто, нет? Что-то газ пол нажимаю. Так должно быть? Или он на 4 горшках опять едет? Какая-то дичь произошла. Может быть. Его нет. Тут нет кардана почти, да. Так надо развернуться. Надо выбрать хорошее место, машина низковата. Подвеска довольно-таки комфортная, сзади, спереди одинаково двухрычажка. Вот сейчас Поворот. Вот здесь, да, развернемся. А тормоза тут какие, кстати говоря? Ничего не делал с тормозами? Стандартные? Они одинаковые. 300 А диф получается свободный, да? А? Диф свободный же получается. Так, вот. Вообще, в стандарте GS430 едет 5,7 до сотни. Ну, этот, наверное, может быть, даже не знаю. Ну, около того, да, секунд 6 все точно едет. Ух. Подъем, спокойно, момента чуть больше, чем у Турика 2.5 стандартного, поэтому именно вот нажал, поехал, пошел, VVTi подхватил и все. На верхах не сдувается, на низах тянет бешено. Также чувствуется это и на расходе. Пятиступенчатый автомат также очень хорош. Подхватывает четко, щелкает передачи без всяких затупов и так далее. И по надежности, конечно, он не сравнится с турбовыми автомобилями. Все-таки турбо-турбо, но за турбиной надо следить, а они в основном все всегда отжаты. Кто не наваливает на турбине? Все наваливают на турбине. Естественно, хороший экземпляр тяжело найти, а атмосфера это именно то, что нужно, я думаю, и по ресурсу в нашем городе, и по расходу.
по надежности, естественно. Все это есть здесь. И именно чувствуется уже реально Европа. Ты сидишь слева, как в Лексусе, наваливаешь как на V8 каком-нибудь Мерсе, похоже на какой-то AMG. По звуку, по ощущениям, в принципе, тоже. Я, правда, не ездил на AMG, но я думаю, там примерно такие же ощущения. Ну, я так думаю. Честно, не могу сказать. Мое личное мнение. Но наваливает очень хорошо. Скорость от ней не так чувствуется, да. Реально. Вот едешь 150, 160, в принципе, внутри кажется, как будто ты едешь километров 100 и хочется еще навалить. На самом деле, нужно завязывать, потому что лето, летняя резина сзади. Все-таки в такую погоду уже не то. И свободный дифференциал тоже. Тут стоит не Торсон, не ЛСД, простой дифференциал. Тут в стандарте, конечно, стояли электронные помощники, которые заблокировали колесо, которое вас пробуксовывает. Естественно, после свапа все это убралось, поэтому эта вся штука не работает. Но и, в принципе, не нужны электронные помощники. Так интересней. Свап это всегда интересно, на самом деле. Но и в то же время страшно рискованно, наверное. Уже не знаю, что из этого получится. Опять-таки, это довольно дешевый свап был в свое время. Сейчас, конечно, уже такие моторы стоят около 150-140 тысяч. По свапу, конечно, это дороговато. Но я не думаю, что GZ GTE стоит дешевле. Если честно, все-таки GTE-шки всегда стоили дорого моторы. А даже если возьмете контрактный мотор, я не думаю, что он будет в идеальнейшем состоянии. А здесь простая атмосфера, которая бешеный ресурс. Каких-то детских болячек здесь тоже не было замечено, в принципе. Такие моторы стояли на крузере, только менее форсировано. Там 2 УЗ стоит, 236 лошадей. И там единственное отличие у крузера — это чугунный блок. Здесь все полностью из алюминия. Ну и этим он, кстати, и становится довольно-таки легче. То есть, в принципе, по весу отличить 2GZ GTE или 2GZ обычный от V8 1UZ, в принципе, я не думаю, что большая разница будет. Но UZ, я думаю, все-таки легче, потому что все-таки он из алюминия. Он компактнее, легче. И еще такая штука есть, как отвлечение одной башки, что значительно сказывается на расходе. То есть по трассе можно уложиться в однозначную сумму. Там 8-9 литров по трассе можно ехать спокойно. То есть такой V8 может с таким хорошим подрывом, так с таким расходом ехать. Вот, собственно, и все. Я думаю, но сейчас мы сделаем небольшой бонус и сравним его с нашумевшим Марком, который вы обсуждали, что говорили, что он ни хера не едет. Давайте проверим это. Фу, заставил меня понервничать. Итак, что скажем в итоге, ребята? Очень правильный свап V8 атмосферы, закос под европейских аналогов, таких как BMW M5, Mercedes там и так далее. С виду даже похож на Mercedes, реально, четырехглазых. Именно вот правильный тюнинг Lexus, вот если честно. Можно еще, конечно, на него поставить чаргер или турбину, но в принципе это не нужно. Нужен комфорт, все-таки это бизнес-класс, нужен ресурс и так далее. В общем, подписывайтесь на мой канал. И, кстати, Ариста, Lexus победил, вот так. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и все, всем пока.